Елан Шор заявил о том, что он сворачивает все социальные проекты в Молдове, прекращает сюда давать деньги, потому что власти этому мешают. Но вчера была создана новая партия на юге Молдовы. Мэр Бессарабки города стал председателем партии с удивительным названием, не знаю, в курсе вы или нет. Партия названа «За страну». Это все Да, расценивают... я видел, я думаю, что таких проектов будет еще немало. И будет искать политиков, которые, скажем так, не опорочены, чтобы создавать некие новые проекты. Но закрытие всех этих социальных лавочек Шора, это же явная подготовка к гагаузским выборам. Это напоминание избирателям, вот видите, мы вам так много давали, мы вам так много делали, а вот эта вот власть Майи Санду, она мешает нам раздавать вам деньги и зрелища, скажем так. А ведь Шор это самая настоящая Хизбалла, понимаете? Только молдавского разлива. Чем Хизбалла взяла Ливан? Тем, что они раздавали ливанцам иранские деньги. Ну, прежде всего, конечно, ливанским шиитам, но вообще позиционировали себя как такая партия социальной поддержки. Понимаете, сначала давайте мы все разрушим, а потом бедным людям, которые живут в нищете из-за наших действий, будем раздавать подачки. Это вот и есть Шор. Это вот Хизбалла в чистом виде. И сначала, в общем, делается все возможное и тем же Константиновым, и другими там бывшими башканами, парламентариями Гагаузии, которые превратили ее в такой коррупционный клондайк для самих себя. А потом Шорт людям, которые не могут нормально жить и нормально развивать свой регион, предлагает деньги. А теперь эти деньги у них забирают, чтобы они обвинили в этом Кишинев. Ну, что в этом нового? Это просто говорит о том, о чем вы говорили в своем вопросе. Россия не оставит Молдову в покое. Но в конечном счете будущее того, что Россия сможет делать в регионе, зависит от результатов российско-украинской войны. Если Россия не придет на юг Украины, ничего ни у Шора в Гагаузии не получится, ни у Красносельского в Приднестровье, ни у Шерифа. Все это придется, так сказать, возвращать в нормальное конституционное поле Республики Молдова. И это, кстати говоря, может значительно повлиять положительно на процесс вашей европейской интеграции. Но делать все это надо осторожно, опять-таки. Зная о том, что избиратель Приднестровья, избиратель Гагаузии, десятилетиями, Анатолий, мы это все прекрасно видели и знаем, находился под облучением российской пропаганды, которая разными способами старалась всегда доказать прежде всего жителям этих регионов и, конечно, севера Молдовы, да, и Бельц, что единственная возможность выжить — это почему-то быть рядом со страной, которая даже не имеет общих границ с Республикой Молдова. А почему нужно так воспринимать мир? А потому что тогда мы понимаем, что Украина — это никакое не государство, а досадное географическое препятствие, мешающее русскому миру объединиться. Вот и вся простая логика той пропаганды, в которой до сих пор живут жители Приднестровского региона Гагаузии и часть жителей северных районов вашей страны.